Москва. Третий Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Съемочная группа телеканала «Якутия-24» впервые в гостях у наших земляков. В семейной палате у мамы и сына. Марина и Лев Браун, уроженцы города Якутска. Тяжелое ранение сына перевернуло жизнь семьи Браун на до и после. Уже 3 года семья живет на 2 города. Мама с Левой в Москве, а папа с младшим братом в Якутске. В январе этого года в семью пришла новая беда. Марина Владимировна получила похоронку на старшего сына Александра, который подписал контракт вслед за мобилизованным братом Левой. Здесь мы находимся, здесь отдыхает он после всех занятий, процедур. Здесь все условия, есть и чайник, микроволновка, холодильник. Здесь отдыхаю я тоже. Бывало так, Марина, что спали на раскладушке, на полу? Ну, бывало. Не здесь, Не здесь, а в общем, когда, да, в центральных, когда очень много в 23-м году были бои сильные. Из-за этого бойцы, конечно, находились много палат из-за этого. А так как я его не могла бросить, и врачи тоже шли на уступки, давали мне какое-то место либо на кушеточке, либо на раскладушке. А так сейчас, как бы, можно сказать, это уже реабилитационный старт уже наш, как говорится. Здесь уже более такие условия предоставляется и кровать, и ему, и нам, всем мамам. В общем, как бы вот так. В этом реабилитационном центре очень хорошо. Здесь очень врачи хорошие, специалисты хорошие, что его вот поднимают на ноги. Лев получил тяжелое минно-взрывное ранение, и в настоящее время у него нарушена функция нижних конечностей, двигательная и чувствительная функция. Это требует длительной реабилитации, неоднократные курсы реабилитационного лечения. Иметрон – это аппарат для активно-пассивной механотерапии, тренажер, имитатор ходьбы. В вертикальном положении, давай открою, сейчас покажу, как это все работает. Помогает работать верхним и нижним конечностям. Предназначен для пациентов с травмой спинного и головного мозга. Ощущение, что ты ходишь, есть такое? Ну, то, что двигаю, я двигаю очень сам. Вот, если ты сам не двигаешь, ты руками помогаешь, вот так. А так, ну, вот немного помогаю, насколько могу. На этот? Ну, да, было. Но первая вертикализация была, там, в обморок упал. Я контролирую, чтобы здесь вот у нас ничего у нас не отошло. Если что, я поправляю ноги. Ну и смотрю, слежу за пациентом, чтобы ему не стало плохо, самое главное. Типа то, что сейчас мне принесут поездку, не, ну я так не думал просто, типа, ну принесли, и все, я думаю, ну а что делать, типа, прятаться, бегать. Нет, я взял паспорт, пошел. Потом сказали вещи собрать, собрал вещи, сели в автобусе, 3 дня, ну, даже, наверное, 2 дня. В распределителе побыли, все, самолет, ночью приехали в часть. Какие были ощущения? Да, ничего такого не было, просто вот построились, вещи показали, все. Ну, казарму и, ну, проснулись на следующий день и все ждали, ну, распоряжения там. Начало мобилизации. Ну, отнеслись нормально, так, спокойно. Пришла повестка. Ну, собрался, уже пошел в военкомат. С военкомата уже все, уже домой не вернулся. Уже туда на сборы определили. И раздается звонок. Мне сначала показалось Якут. Он такой, это я, Якуб, а там же только по позывным. Вы не переживайте, ваш сын родился в рубашке. Все, я сразу в одночасье поняла. Это вот действительно, это его были слова. И у него осколок попал под бронежилет.
Типа он родился в Рубашке, мы его эвакуировали в Ростов. Мы с мужем сюда приехали, потому что, не знаю, почему-то было такое ощущение, что он очень тяжело. Там осколок под бронежилет, значит, все органы какие-то задействованы, правильно? Как бы мы хоть и не специалисты, не врачи, вот именно начнем с Спаспредства Саха-Якутии, они начали нам помогать сразу. Билеты заказали, приехали мы сюда, они нас встретили, перенаправили в гостиницу, нам предоставили гостиницу. Приехали мы, естественно, в госпиталь. Ну и что, сказали, да, ваш ребенок тяжело больной, он не чувствует ни руки, ни ноги, ничего. Вот это был первый этап. Когда в твоей жизни появляется война, чужие люди становятся родными. Из нашей бригады ранен Лёва, он тоже в госпитале имени Вишневского. И уже на следующий день мне написала тетя Марина о том, что они тоже здесь, только на другом этаже, в другом отделении. И как-то с того дня мы больше, мне кажется, не были чужими. Месяцев через 7 он только первые шаги делал, там очень трудно было. Не шаги, вернее, а поднимать его, поднимали его. Шаги он, конечно, не может ничего. Это ему медаль за отвагу, по-моему, дали в госпитале прямо. Лёва был среди актива нашего класса, он был заместителем старосты. Лёва очень старательный ученик и, конечно, соответственно, он всегда был среди хорошистов. Участвовал во всех олимпиадах. Однажды мы сказали, что он будет участвовать на вальсе, да? Он сперва очень застеснялся, но потом он сказал, что бы ни говорил мой классный руководитель, я выполню. Ну вот именно в этом его отношение и к учебе, и к одноклассникам. И мы очень гордимся им. Браун Лев Валерьевич, он поступил к нам в 2015 году, вот, обучался до 11 класса. Я его запомнил как очень любознательного, участвовал во всех общественных делах школы, был лидером в классе. Вот, и вообще династия Браун, потому что и обучался младший брат Андрей. Также, когда мы узнали о том, что Лёва попал в больницу, мы также помогли ему адресно, всем коллективам. Вот, и мы хотим, чтобы он выздоровел и приехал в родной Якутск. В госпитале в Химках военные доктора ставят в пример другим ребятам стойкого бойца из Якутии. По словам врачей, Лёве помогают сильный характер, якутский боевой дух и надежная опора, которую он нашел в первую очередь в своих родителях. Мама и сын – это команда, которые хотят добиться своего результата. Они хотят выздороветь и на ногах вернуться домой. Конечно, они очень скучают по Якутску, по дому, по друзьям, по отцу. Но вот эта их глобальная цель – встать, вылечиться – им придает огромные силы. С каждым разом он учится, как ребенок, вот заново рожденный. Кушать, садиться, передвигаться. Вот сейчас мы хотим добиться все-таки этапа, чтобы он ходил. Ноги не чувствуют у нас, правда, но они говорят, что не чувствуя ног, он может ходить, может. Даже вот сейчас вот так вот врачи говорят, в ортезах, специализированных каких-то этих приспособлениях. За счет рук, как они говорят, руки твои ноги. Как у тебя дела? Нормально. С Львом Валерьевичем достаточно давно уже на нем занимались, переходили и к активной работе на этом аппарате. Результаты у нас достаточно такие хорошие. Закрепляем датчики для подачи стимуляции тока в спинной мозг. Здесь за счет того, что движение происходит, на всякий случай закрепляем пластырем для лучшего контакта с кожей. Лев Валерьевич, мы, по-моему, с нуля, начинали с вами? Да. Закончили на 200%? На 5. На 5 даже? Да. Наверное, в последний день? Последний день, да. Я вообще гранатометчиком был. А с гранатометом нет, вот такая
Да, РПГ. Вот, обучили с ним стрелять, как заряжать, все показали. Ну, и типа, и не за один день. Мы там, наверное, месяц провели. Вот. Потом у меня помощник был. Пошли копать. Все, мы начали копать, и начался артобстрел. У Марины Владимировны 3 сыновей. Старший сын Александр по стопам среднего брата пошел на СВО. 3 месяца числился без вести пропавшим, а в январе этого года грузом 200 тело героически погибшего солдата доставили на родину, в Якутск. Когда Леву ранило, через полгода он сказал: «Мама, я должен тоже пойти туда». И вот он в 24-м ушел, а погиб он уже вот 25-го. А он принял решение, просто поставил перед фактом, типа, что ты там, я здесь, мы вроде не семья, и мы же все время были как единое целое. И получается, мы уехали в Москву, они все остались в Якутске, и так он выбрал такое решение. А все так быстро было. Да, вот взрыв откинуло, боль, да, была где-то секунд 10, наверное. Да, было сильно больно, да, и ног я сразу не чувствовал. Сразу не почувствовал ног, я подумал, оторвало. Да. Все, я говорю, мне ноги оторвало, ребята. А рядом парнишка стоял, мужичок такой, вот его не зацепило, его контузило. Он говорит: у тебя на месте ноги. Я рукой как-то откинулся и на спину перевернулся. Смотрю, ноги целые. Все, меня перебинтовали. Первую помощь кто оказывал? Мужичок? Вот, да, мужичок. Он меня перебинтовал. Потом меня тащили. Вот вообще 3 попытки было меня эвакуировать. 3-я была, типа, успешно. Вытащили, я все как уснул и проснулся только 6-го. Вот меня 1-го ранило, 6-го проснулся. Вот эти 5 дней все просто пропали. И очнулся в Москве. Как его нашли, это вообще чудо. Сослуживцы проходили мимо и случайно услышали, что кто-то зовет их в кустах. Это был Лева. Ребята вытащили его, эвакуировали, оказали первую помощь. Если бы прошли бы на несколько метров дальше, наверное, это судьба. В 2022 году нас мобилизовали. Там в части мы и познакомились с Левой. Ему было 25. Веселый, жизнерадостный. Из тех, кто даже в казарме мог поднять настроение. Ходили вместе на построение, в казарме рядом. Общались тесно. Потом был Крым, Энергодар, Бахмут. Там очнулся, трахеостома, перебита, говорить не могу. Вот эта трубка, какие-то аппараты, в носу трубки, вот здесь трубки. Но ты понял, что ты живой? Ну, вот так поначалу, типа, сначала все вот, сложно. Ты вообще ничего не понимаешь. И что, где, там, что-то тебе объясняют, говорят, там, типа, ты вот в реанимации в Москве имени Вишневского, там, типа, вот такую доктор сказал, доктор научил дышать заново, да, а вот так трубку убираешь, прям задыхаешься. Мы встретились уже в госпитале. Поддержка важнее всего. Мы общались, вспоминали, смеялись. Лёва даже там улыбался, шутил. Хотя каждый из нас было тяжело.
Есть что вспомнить, есть о чем поговорить. Иногда сила — это не крик, сила — это улыбка через боль. Марина Владимировна Браун – мама-волонтер. Она невидимый тыл не только для сына, но и для всех бойцов, кому нужна ее материнская забота и внимание. Тетя Марина, конечно, 3 года с сыном в госпитале, ночевать на раскладушке 24/7. Это действительно настоящая материнская любовь. Как бы ей не было тяжело, она всегда находила силы поддержать других. И когда мне было тяжело, я звонила ей, потому что тем, кого это не коснулось, да, им это не понять. Вот. А она понимала меня как-то без слов. Лёва молодой, во-первых, очень. Вот 26 лет, он находится очень долго у нас. Мама ухаживает за Лёвой и тоже вот постоянно вместе находится с ним, постоянно ухаживает. Марина вообще человек, вот, который это достойна вообще всяких похвал, преклонений, и как мать, как женщина, и как человек. Из дубленки мы шили для кресла чехол и передачу еще ему самому чехол, ну, чтобы ему можно было гулять. Ну, они обрадовались очень. Чехол получился интересный. Как раз вот, ну, полушубок был же, потому-то, и как раз на этот чехол на кресло получилось прямо тютелька-тютельку. В каждом из нас, в каждом волонтере она видит родственника. Она всегда нас встречает объятиями, всегда радостная, говорит, вот мои родные пришли. И вот это для нас, волонтеров, ну, это такие теплые эмоции, они всегда нас окрыляют, мотивируют, придают еще больше уверенности, что мы делаем правильное дело. Я же повар, 33 года стажа. И мне все инструктора даже говорят, ты не ту профессию выбрала. Тебе надо было вот инструктором в ЛФК или вообще... Я за это время я научилась перевязывать раны, вот эти все, вот эти, снимать капельницы, переставлять вот это. Ну, правда, по венам еще не научилась, мне не доверяют, ну да, я шучу. А так вот все такие вещи я всему научилась. Где бы мы ни находились, все равно в окружении идут бойцы. Я также переодеваю памперсы. Мы также, девочки-санитарки просят, я никогда не отказывалась. И они уже нас как принимают. Все, к нам пришла подмога. Подмога, потому что я мимо не пройду ни одного бойца, где-то ему, если помочь, отвезти на процедуры или на всевозможные там кардиограмму или еще что-то сделать, обязательно это они говорят. А у нас же есть Марина. Хотел бы выразить большую благодарность при поддержке президента Саха-Якутии Николаева за то, что они нам помогли найти сына, во-первых, в каком госпитале. Мы его искали, то есть, когда узнали, что ранен. Предоставили нам гостиничные номера. Большую благодарность моим знакомым, родным с моей стороны, которые поддержали меня финансово, знакомым, даже соседям. Тоже поддержали меня, когда узнали, что тяжелое ранение было. Одеваем наушники. Так, вам комфортно? Да. Откидываетесь в кресле, поднимайте ноги. Процедура проходит при выключенном свете. Если нужно сделать громче или тише, вот это колесико вы можете, с помощью его вы можете изменять громкость. Достигаем вот, успокоения, гармонизации психоэмоционального состояния человека. Мы здесь можем или смоделировать состояние умиротворения и покоя, или наоборот, мы можем создать состояние какой-то активности, если мы будем создавать и вот генерировать волны, которые характерны для активной деятельности человека. Могу еще прибавлять? Еще чуть-чуть. Движение ноги пошло, мышцы сокращаются. Вы мне скажете, когда нужно остановиться.
На лечение подбирается индивидуально для каждого пациента определенные виды тока. Восстанавливаются разные пациенты и после минно-взрывных ранений, и после инсультов, и после спинальных травм. У нас обширный круг пациентов с разными диагнозами. Лёва достиг хороших успехов, у него положительная динамика отчетливая. Мы уже видим его перемещающимся по коридору с ходунками в ортезах. Мы только рады за него. Это стабилоплатформа СТ-150 с обратной биологической связью. Дренажи убрали. Ну и все, и вот так вот по маленькими шажками, маленькими, где-то там перебираться на коляску тебя научили, где-то ты научился ногу сгибать, толкаешь там, типа, вот каждый вот что-то, где-то ты подчеркиваешь. Вот так не может быть сразу хоп, и ты все, научился всему. Очень рада, что Леве помогает, да, этот наш продукт. И я надеюсь, что еще и другим ребятам он может помочь, потому что он действительно очень эффективный. И, конечно, мы с радостью передаем нашим ребятам нашу помощь в виде другой продукции, которая повседневного, да, пользования: чай, кофе, зубная паста, вот такое все, мыло, шампуни, потому что, ну, это наш небольшой вклад в общее дело. Настраиваться только на позитив. Только на позитив. Если будешь постоянно ему что-то плакать или что-то говорить, наоборот, ты встанешь, у тебя все получится, мы справимся. Ну, если особенно там мама, либо жена, неважно. И я большую часть таких встречала. О чем ты мечтаешь? Встать. Ну, вот, просто, ну, встать и все. Туяра Константинова, Алина Арсеньева, Айтал Байтунов, Артумен Наговицын, Виктор Олесов, Якутск, Москва.